что будет с этими домами? Ну, замерзнет отопление. Ну, тут единственный выход пока – оставить вот эти временные сети. Да. Временные сети оставить, и также по времянке они должны будут подключены. Вопрос другой, почему мы должны эти сети сейчас держать, если мы отсюда уходим? Ну, вы когда договор заключали, вы же заключали не с Акиматом договор, вы заключали с На самом деле это гражданско-правовые отношения это в рамках ГПО все должно решаться. Не к Акимату должен быть вопрос, а к застройщику. Как это не к Если он Акимату вам должен быть пообещал вопрос? что-то, он должен был выполнить. За Акимат он не должен был говорить. У нас есть то, что есть проект. Я вам обозначил это все. В рамках проекта... Вам нужно с застройщиком договариваться, не нам. Правильно? Это же вопрос. Нет, с застройщиком мы также переговоры вели. Никогда не вели. Неправда. Никогда. Давайте я договорю и не будем перебивать, хорошо? Хорошо. Я вас уже второй, третий раз просим. Давайте будем дослушивать собеседника, а потом Давайте уже вам чуть-чуть слово предоставим. культуру диалога будем вести, Ну вот хорошо? слово брать, видите, ну не получится диалог, если мы будем друг друга оскорблять. Давайте, вот у нас честно говоря, я сегодня приехала, чтобы всех вас вот так вот собрать в один круг и решить. Давайте будем слушать, хорошо? Наберитесь. Должен быть контроль. Я только по инженерке могу Для меня ответить. такой важный вопрос. Вот сейчас мы сталкиваемся с такой, на мой взгляд, вопиющей историей. Если проданы дома, да, и они идут под ИЖС, значит, они были изначально городом запланированы, что должно быть электричество, правильно? Я не ошибаюсь? Если здесь изначально был проект, компания-застройщик, они просто так с пустого места явно не получили разрешения на застройку. Мы отстроились, нас ввели в эксплуатацию, и в этот момент выясняется, что подключить нас некуда. Вы представляете наше состояние? То есть каждый дом стоит в среднем подключить отопление 4 миллиона тенге, который честно может разморозиться этой зимой. Вот кто будет возмещать убытки? Я вот со стороны государства хочу сказать, здесь понятная ситуация. Ведь государство, да, здесь будет застройка, но сроки-то не оговариваются. Нет, у нас... Я же вам только что объяснил. На мой взгляд, может быть, я не права, но я считаю, что если выдается разрешение на строительство под жилое строение, значит, изначально они должны быть обеспечены сетями. Если я тут не права, подправьте. Нет, я в этом плане полностью согласен. Но смотрите, да, есть немного разные моменты, когда бизнес строит, да, эти дома, вот один дом, да, одноэтажный, сколько ему времени построить необходимо, и сколько нам для того, чтобы построить сети, сколько времени надо. Это разные процедуры. У нас есть и процедуры госзакупок, у нас есть процедуры определения подрядчика, у нас есть процедуры по определению проектно-изыскательских работ, то есть эти все процедуры занимают большое время. И первый подрядчик, как я вам уже объяснил, он был банкротом. В этой связи эта процедура у нас затянулась. Я согласна, но это же, я извиняюсь, что вас перебиваю, но какой-то вопрос в данном случае к нам, что ваш подрядчик оказался банкротом, да, то есть по итогу страдаем мы. Вот сейчас на самом деле, вот чтобы точно для полноты картины. Сейчас я хочу сказать, единственный выход это вот оставить временные сети и на временных сетях пока не подождите, какое решение? Оставить эти временные сети, по которым они на данный момент подключены. До какого времени? До того момента, когда мы эти сети построим. Когда будут построены? Мы планируем, если мы во втором квартале получим экспертизу, подрядчик и финансирование нам будет обеспечено, мы в следующем году как минимум в первую очередь зайдем на электрику. И в первую очередь электрику все это сделаем. Добавлю. Одну секунду, это вот ориентировочно все-таки, это будет второе полугодие, да, получается? Да, это второе полугодие следующего года. 2024 года. Да. Ну, это к отопительному сезону следующего года. Нельзя. Ну, я вам сказал факторы, что мы можем сделать вот скажем, вот сейчас выяснять, от чего это получилось, ругать друг друга, ну, сложилась ситуация. Я сторонник того, чтобы мы пришли к какому-то консенсусу, к какому-то решению, выход из положения. Другого нет. От того, что мы будем ссориться, мы ничего не решим. Правильно? У меня вопрос. Мы можем как-то менять стоимость электричества, вот временная стоимость по временных сетей и мы вот, каждого можем разделить, и они сейчас платят по тарифу юридических лиц, потому что тех условия получал подрядчик. Сейчас мы их можем разделить каждого по отдельности. Одну секунду. Тогда можете как? Разделить как физические лица? Да, разделить как физические лица, и они будут по тарифам физических лиц платить. Но это одно из решений, да? Да, можно мы уточним. Вопрос в сетях тех, которые они хотят забрать. Это временные сети, Они АРЭКу не принадлежат, и их никто обслуживать, кроме собственника этих сетей, не будет. Временные сети, когда вот зима наступала, мы за свой счет держали. Нет, если вы, вот я вам скажу, из этой ситуации есть выход. Я понимаю вас, о чем вы говорите. Мы держали специалиста, который за этими сетями наблюдал.
в случае чего, при аварии и тому подобное, а их это было. Они дежурили, мы им платили заработную плату. Сейчас мы уходим, и вам сети оставляем, и завтра на нашу ответственность это что-то ложится. Что мы можем делать? По этому поводу давайте мы обговорим. Мы, в принципе, выход, я думаю, найдем из этой ситуации, и совместно с АРЭКом будем прорабатывать этот вопрос, чтобы мы могли поддерживать состояние этих сетей. Подождите, первое, вы можете разделить и как оплату сделать как физические лица, да, цена уменьшится для каждого жителя. Второе, вы готовы помогать в поддержке, да, в эксплуатации этих сетей. Хорошо. Первого заместителя акима города или у Султанбекова надо будет провести рабочую встречу с участием вас, представителей от жителей. Газ, конечно, должен быть. Ну, замаки можно сам определить, да? Архитектура должна быть, да. И поймем пути решения. Это нужно делать прямо быстренько. Поэтому это, да, под председателем замакима должно быть, чтобы было принято решение и даны соответствующие поручения. Давайте сделаем так. Сегодня у нас что? 16-я, среда, 16-я. Не позднее следующей недели, начало следующей недели. Давайте я переговорю с заместителем акима. Мы должны сделать рабочую встречу. Да, я буду участвовать по возможности, не знаю, по календарю посмотрю. И вот сесть за стол переговоров, вы должны уже проекты какие-то по решению этого вопроса предоставить, да? Вы со своей стороны тоже готовность, на что вы можете пойти. Что вам нужно, вот вы смотрите сразу, не просто нет, да, варианты решений. Скажем, если вы оставляете сети, что вы просите взамен от города. То есть давайте рассматривать все пути решения. Нам не вот важнее всего, чтобы дома ваши не замерзли. Вот. Можно тут еще, да, во-первых, и второе, мне очень важно, чтобы жильцы не платили, вот как они сейчас оплачивают. Эти все моменты в комплексе это очень смотреть, да, конечно. Страшная ситуация, конечно. Находить своего депутата, маслихата, и потому что все решения, принятые с участием акима города, они могут просмотрены дальше на маслихате, они должны быть обеспечены, и депутат этого должен добиваться, это его работа. Ну все, я услышала, ситуация понятна, от того, что мы будем сейчас это повторять, ничего не изменится. Нам нужен ГАСК, нам нужно сесть, нам нужно видеть документы. Вам спасибо, но спасибо. Берите на контроль. Ну, подобные ситуации бывают, здесь надо сохранять спокойствие. Да. Главное, чтобы вы не отказывались выходить на переговоры и предлагали разные пути решения могут быть. Главное слышать друг друга.